Подводя итоги деятельности ведомства, Адам Мальсагов отметил, что одним из ключевых моментов работы в 2024 году стало увеличение финансирования молодежной политики. В прошлом году республика получила дополнительные средства в размере более 65 миллионов рублей благодаря победе в конкурсе. Общий объем средств на реализацию молодежной политики составил более 107 миллионов рублей, что на 154% превышает показатели предыдущего года. Благодаря этой федеральной поддержке в рамках национального проекта в регионе был открыт первый молодежный многофункциональный центр «Дом молодежных организаций», где мы с вами сегодня находимся. В рамках реализации проекта был проведен капитальный ремонт помещений и входной группы центра общей площадью 956 квадратных метров, а также осуществлено полное оснащение мебелью и современным оборудованием. Общий объем финансирования инфраструктурного блока составил более 32 миллионов рублей. Участники заседания также узнали о положительных изменениях в штатной структуре комитета. Количество сотрудников увеличилось на 22%. Дополнительные 5 миллионов 200 тысяч рублей были выделены на содержание и деятельность молодежного центра. Важным аспектом работы КДМ стало активное участие молодежи в грантовых конкурсах. В 2024 году было подано 142 заявки, из которых 39 проектов стали победителями, получив на реализацию свыше 21 миллиона рублей. Гранты были получены в следующих конкурсах. Почти 7 миллионов рублей Северокавказский грантовый конкурс для физических лиц. Более 3,5 миллионов рублей грантовый конкурс форума «Торгим». 1 миллион 200 тысяч Всероссийский заочный грантовый конкурс. Более 7,5 миллионов Северокавказский грантовый конкурс среди некоммерческих организаций. И почти 1,5 миллиона рублей грантовый конкурс форума «Машук». Также в докладе была представлена информация о реализации обучающей программы школы социального проектирования «Смарт», в рамках которой было проведено более 50 занятий, охватывающих различные аспекты социального проектирования. Программа направлена на вовлечение молодежи в федеральный проект «Росмолодежь Гранты», что способствует развитию их навыков и умений. Росмолодежь оценила взаимодействие с Республикой Ингушетия по направлению добровольчества на отлично. В настоящее время на всероссийской платформе «Добро РФ» зарегистрировано более 11 тысяч активных добровольцев. Важно отметить, что в 2022 году этот показатель составлял всего 1700 волонтеров. Также Комитет по делам молодежи провел несколько познавательных мероприятий в прошлом году. КВН, интеллектуальные спектакли, театральные фестивали и не только. Не забыли и про эко-акции «Маяки дружбы», «Спасти Грута». Кстати, за первый этап этой региональной акции было собрано более 11 тонн макулатуры. Председатель правительства Владимир Сластенин поблагодарил всех участников за проделанную работу и выразил уверенность в том, что дальнейшие усилия в сфере молодежной политики приведут к новым успехам и позитивным изменениям в жизни молодых людей республики. Молодежь у нас жива, журналисты живут. Усердное развитие идет, создается новая организация у нас, вот, движение первых развивается, юная армия. По окончании заседания Адам Мальсагов провел экскурсию для Владимира Сластенина по новому центру молодежных организаций. Председатель правительства смог оценить масштабы нового центра и его возможности. Здесь место отдыха для ребят. То есть по факту, как мы решили с руководством, молодежь не может приходить по графику. Это входит в стандарты Да, молодежи. поэтому у нас 9 до 11 часов. Наличие одного помещения. В 2025 году КДМ планирует не сворачивать с намеченного курса и продолжить работу по заданным направлениям, вовлекая все больше молодежи в свою деятельность. Зелимхан Кылоев, Адам Гулоев, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.